Доброе утро. Мы продолжаем уже в эту субботу, 22 декабря, в Государственном театре оперы и балета будет названо имя новой королевы уходящего года. Кто станет обладательницей титула «Мисс Республика Саха-Якутия». Очень все, наверное, ждут. Да, и об этом нам расскажет наш гость Василий Павлов, организатор конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия», основатель фотостудии «Лофт» и модельного агентства «Айдол». Доброе утро, Василий. Доброе утро, Василий. Доброе утро. Ну, как идет подготовка к конкурсу? На данный момент подготовка идет полным ходом. В принципе, каждый день у нас сейчас девушки занимаются, хореография, дефиле. То есть как раз-таки вот вся та составляющая, которую увидят наши зрители, вот сейчас идет подготовка. Участниц в этом году какое количество? В этом году у нас будет 19 девушек. Все они, в общем-то, я считаю, что достойны звания «Мисс Республика Саха-Якутия». И 22 числа, в принципе, мы уже определим, будет жюри. Жюри у нас 8 человек, в том числе, в первую очередь, это наши организаторы, наш исполнительный директор Елена Валявка. И, в общем-то, мы определим самую достойную. Ну, в этом году что готовится такого грандиозного, может быть, нового? Интересного. Да, для Ну, смотрите, в этом году у нас будет, вообще мы решили отойти полностью от опыта проведения предыдущих мероприятий. У нас будет абсолютно новый подход. Во-первых, это будет достаточно обширная концертная программа. То есть это у нас наши известные достаточно артисты будут выступать, порядка 8 будет у нас номеров с артистами, и, соответственно, будут вставки и, ну, непосредственно с девушками. Тоже очень интересный материал. Будет, значит, во время антракта, у нас будет в этом году антракт, то есть это порядка 40 минут. Во время антракта мы будем проводить, соответственно, тоже будет культурная такая программа. Будет шампанское, будет красная дорожка, будет отдельное тоже дефилирование девушек. У нас будет ведущая отдельная непосредственно на антракт. Это у нас Анна Баснаева, Николь. Вот я думаю, что будет очень интересная программа. Мы, в общем-то, постарались подготовиться, и будет очень интересно приходить. Ну, говорит ли это о том, что программа будет достаточно длинная? То есть это вообще само сколько-то мероприятие часов? будет идти 2,5 часа, это с 8 часов. Она практически будет очень плотная, то есть, как я говорю, там будет абсолютно не скучно. То есть все номера и, соответственно, все выходы, они будут идти друг за другом. Я думаю, что та идея, которую мы вообще разработали, да, вот непосредственно в этом конкурсе, то, что люди там не должны спать, они должны вот прийти и уйти, соответственно, с очень хорошим настроением. Ну, конечно же, всем нам интересно, увидим ли мы мисс Республику Саха-Якутия прошлого года, участницу мисс Россия и мисс Мира Наталью Строеву, нашу землячку. Да, Наталья Строева прилетает 20 числа, она будет здесь всего 3 дня, соответственно, в пятницу, субботу и воскресенье. И в воскресенье она, соответственно, улетает. Ну, на мероприятии она, соответственно, передаст корону уже новой мисс Республики Саха-Якутия. Ну, что касается короны, какая будет она? В этом году мы решили сделать абсолютно, опять-таки, новую корону. Это замечательная такая вот творческая вещь, достаточно интересный, в общем, новый достаточно уровень короны. Она в этом году в исполнении, в том числе с бриллиантами. Значит, Давайте еще раз напомним телезрителям, пригласим их 22 декабря. Да, приходите 22 декабря в 8 часов. Значит, билеты можно купить в кассах театра оперы и балета, в ТРК Туймада и так далее. Ну и на афише ЕКТ. Справки по телефону можно получить? 707 314. Спасибо, Василий, что пришли к нам этим утром. Удачного дня, отличного Спасибо настроения. вам. У нас Спасибо. реклама.